Это ярмарка в Карабулаке – инициатива ингушских ремесленников. Все 17 участников выставки организовали ее, чтобы показать свои работы и найти покупателей. Здесь нет ничего массового, зато каждая вещь с историей и лицом. Один из участников – Иса Тумгоев. Он работает с кожей больше 5 лет. Делает в основном мужские аксессуары. Говорит, спрос есть, потому что люди ищут вещи покрепче. Я начал где-то с 2020 года. Чисто я приобретал небольшое количество инструментов, да, и смотря по соцсетях, видеоролики, и начал заниматься. Сперва делал ремни, кошельки, сумки, вот так вот. Мне эта работа нравится. От практичных вещей к научной работе. Этнограф Алена Халухаева, руководитель лаборатории Дашу, на ярмарке представляет не просто товар, а результат своих исследований. Элементы традиционного ингушского женского костюма, восстановленные по старинным образцам. У нас различные мастера подключаются к нам и выполняют или же, например, изделия с золотной вышивкой, или же вяжут крючком изделия, которые были популярны в 80-х, 90-х годах. И в этом смысле для нас очень важно консолидировать в том числе и мастеров, которые занимаются такими уникальными на сегодняшний день, можно даже сказать, возрождающимися ремеслами. А это женские украшения от Хади Саутиевой. В своих работах она использует ингушские орнаменты. Получается современный аксессуар с четкой национальной идентичностью. Я начала изучать, это не просто сделать и продать. У каждого орнамента есть своя историческая принадлежность к той или иной территории. Есть орнамент шолхей. Это Октябрьская. Наши бабушки делали, живя в этом поселении, они делали этот орнамент. Эти орнаменты говорили о животных мотивах, о природных мотивах. Там рога показываются. И вот в них была очень глубокая вообще смысловая политика. Так, по-разному, через кожу, металл, ткани, глину эти люди делают одно общее дело. Сохраняют и переосмысливают ингушскую культуру, делая ее актуальной здесь и сейчас. Важную миссию выполняет и Хава Миржуева. Уже 2 года она собирает старинные предметы быта ингушей. Пока дома хочу сделать небольшой музей, собираю разные старинные вещи, чтобы показать, собрать наши истории, чтобы наша история не забывалась. В дальнейшем, если повезет, я надеюсь, что повезет, сделаю большой музей. Несмотря на то, что ярмарка организована на свои средства, она находит отклик. Мастера получили заинтересованную аудиторию, а люди – возможность поддерживать местных умельцев. Ярмарка доказывает, что культура – это не только про музеи, это про людей, которые своими руками создают ее каждый день. И то, что они делают это самостоятельно, без грантов и больших денег, вызывает еще большее уважение. Хадиджа Ивлоева, Мухаммад Героев, Магаз 24.